Погода стоит просто шикарная. Скорее всего, там одни девушки, я буду сегодня единственный мужчина. Привет всем туристам! В то время даже старшие классы мальчики могли с ружьем ходить. Тогда ребята умели обходиться с ружьем. Вот. Тогда были брезентовые палатки, резиновые сапоги. Очень много счастливых таких знаковых моментов, про которые мы прямо с добром вспоминаем. Комары жрут. Жестко. О! Это здесь такой можно было найти, да? Да, вы сидели. А это... Блин, ну я что-то, да, не зря просидел. О, народ уже купается. Друзья, я вас приветствую в летнем Якутске. Наконец-то лето, всех поздравляю. Сегодня 2 июня. Погода стоит просто шикарная. Сегодня я уже с детьми успел порыбачить немножко на лени. Ну, здесь вот там вот, недалеко, в городской черте. Вот мы с вами находимся почти в городе. Вот это 203 микрорайон, 202 городской пляж. А я вот там чуть дальше. Ну, я камеры не было, я просто с детьми ездил, на поплавок половил, там сорожек. Вот несколько штучек таких небольших поймал. Но на самом деле снимать не планировал. У меня сейчас неделя такая отдыха. Потому что у меня послезавтра день рождения, 4 июня. И я решил дать себе отдохнуть. Но увидел в группе туристов клич, что айда все за луком. Сейчас же начало июня, и традиционно для всех якутян сбор зеленого лука, сбор дикого зеленого лука. Я как раз обязательно, я в том году собирал, и мне очень понравилось. Я даже не ожидал. Вот его с солью толчешь, вот хлеб, масло. Обязательно надо было мне в этом году тоже пособирать. Я услышал клич, что вот группа СУОЛ туристическая, это пешие туристы, там Галия, руководитель группы, они там, вот она начала собирать людей. А вот они идут как раз. Скорее всего, там одни девушки, я буду сегодня единственный мужчина, потому что, как правило, мужчины занимаются охотой и рыбалкой, а пешим туризмом занимаются женщины, девушки. Привет всем туристам! Такой вот женской веселой компании сегодня погуляю. Расскажите, пока мы идем тут, куда вы тут всех сегодня собрали? Первая цель, конечно, прогулочка. Это вот Галия, знакомьтесь, да. Заодно людям хочу показать места, где растет зеленый лук. Кладезь витаминов. Где пешком можно дойти, правильно? Многие же на острова ездят на лодках. Да, это, да. Также можно сейчас собрать щавель. Лук и щавель. Да, намечается жаркая погода, а при жаркой погоде щавель и лук очень быстро деревенеют. Сейчас пару-тройку дней они могут вообще уйти уже, да? Да. Я поэтому... может и не уйдут. Просто покажу, потом у меня времени не будет. А мы идем, это же остров, вот это место? Это остров, вот. Называется Большой Хатыстыр. Но он полуостров. Полуостров. А так на карте как остров написано, да? А. Большой Хатыстыр. Хатыс это значит... Хатыс это что-то знакомое. Осетр. Осетр, да-да-да. Угу. Я знал. Ага. А сколько? Километра 3 вы сказали, да, примерно? Тут максимум километров 4, потому что... В одну сторону? Да. Посмотрим, как получится. Людей не посчитали, сколько у нас сегодня? Нас 26 человек 26, посчитала. Да? Без меня, но да? Еще, да, без тебя и еще бегут. Поэтому человек 30 ценам. Галя, расскажите про свой вообще опыт туристический. Ваш же он большой, еще советский, да, закалки? Ну, как сказать, у нас... Я же деревенская сама. А деревенские дети априори, они привыкшие ходить на природе. Гулять на природе, ходить. Вот. А мне повезло в том плане, что в моей школе в самый последний учебный день, когда получаешь табеля с оценками, все классы, абсолютно все классы, 8-летка была, все классы уходили в поход. Маленькие классы вот буквально на пару километров отходили от поселка, а средние классы там чуть подальше, а старшие классы вообще с ночевкой. В то время даже старшие классы мальчики могли с ружьем ходить. Тогда ребята умели обходиться с ружьем. Вот. А мне повезло, что у меня, наша классная руководитель, она учитель географии, биологии, химии, и она ходила с нами с 4 класса уже с ночевкой. Вот. Тогда были брезентовые палатки, резиновые сапоги. Очень много счастливых таких знаковых моментов, про которые мы прямо с добром вспоминаем. Я думаю, что тот опыт, наверное, пригодился в последующей жизни. Там не только туристический опыт, а именно выдерживать какие-то
физические Ну, нагрузки, нагрузки, да, вот это. Ага, затяжной дождь. Испытания какие-то. Да, такие испытания маленькие. Вот. Было очень интересно. Ночевали в пятиместной брезентовой палатке. Там 11 детей плюс учитель. Представляете, вот так ложечки вот так ложились, а потом на раз, два, три все переворачивались все вместе на другой бок. Ну, встречали солнце и все такое. Вот. А потом студенчество. В то время уже все заглохло по всей России. Советский Союз распался. Ну и туризма такого организованного не стало. Вот. Потом закончила учебу, вышла замуж, дети маленькие, туризма еще не было. Потом, в общем, в какой-то момент я переехала в город. И тут в интернете в 2004 году вижу объявление. В АДМИ Васильев Александр Юрьевич зовет в поход на сплав на Ботому с пешим переходом 27 километров с реки Лена на реку Ботома и сплав. Я отозвалась, и мы там на 3-4-местных щуках сплавились. Мне это так понравилось. На сплавах-то я ни разу не была. И прямо в эйфории ходила недельки 2. Я помню это чувство, да? Да. И все. С тех пор я уже от туризма не уходила. Это с 2004 года. Я каждый год уже ходила в походы. Ну, а потом в 2010 году, что ли, как бы не соврать, сходили мы в комбинированный поход. У нас очень большие походы. Тогда организовывал Местников Михаил Иванович. Вот с ним пошли в поход на Кюллях-Мустах. И в том походе на 8 дней 8 человек мы ушли в горы. Сходили в горы. Хребет Черского. Ну. Мне так в горах понравилось. А сплав по Индигирке тоже особенный. Индигирка была? Индигирка, да, Индигирка. Ну там горная часть, да, Индигирка? Она мощная. Индигирка, да, мощная. Ширина, полнота, такие волны огромные, по 3-4 метра высотой, да? Ага. В общем, с одной стороны страшно, а с другой стороны очень интересно. Забава, да? Нет, не забава. Да. Ну вот. Я в кавычках. Ага, да. И мне в горы очень понравились. Тогда горной частью руководил Цепандин Георгий Иванович. Вот. Он же снежные барские пути. Огромный опыт у него. И все. А теперь заразилась я горами. А прошлый год, 20-й год, лето, знаменательно тем, что мы сходили на гору Победа. Победа — высочайшая вершина. Ага, на северо-востоке России. Высота 3003 метров, да? Ну, каждый поход примечателен чем-то, да? А вот здесь у меня исполнилась мечта, прямо 10-летняя мечта. Георгий Иванович все с каждым годом хотел вырастить команду новую, потому что советская школа туризма же заглохла. Новую команду вырастить именно для победы. Технически хотел вырастить. Меня взяли, это было такое счастье. А у вас категория есть какая-то, вот именно туристическая? Есть корочка инструктора-проводника, да. А потом уже надо отчеты писать и так далее. Нужно за это взяться. Вот да. Хорошо то, что у нас с этого года будет работать региональная федерация спортивного туризма. Председатель Пуляевский. Ее организовали? То есть создали здесь, да? Создали. Вот. С ней легче будет, да, там организационный момент будет решать? Намного легче. Я там буду работать. С 21-го года, да? Круто. Поздравляю. Ну, можно народ. Да, все, давайте, да. Очень интересно было. Отпускаю. Пожалуйста, встанем по кругу. А меня зовут Галия, можете обращаться к Гуля или Галия. Вот мы пришли к точке старта. Ну, не старт, ну ладно, отсюда продолжим, да? Сходим на луг. Пойдем по дороге, здесь есть дорога. Привет. Сейчас ногой. А уже все хорошо. Сейчас время 6:24. И самое главное правило туриста — это не оставлять за собой ни одного мусора. Пожалуйста, весь мусор, туалетную бумагу, окурки, все забираем с собой в мешочки полиэтиленовые. Хорошо? Костер жечь не будем, у нас времени мало. Вот сейчас вот таким образом пойдем. И вот перед нами все луга. Вот на всех лугах может быть луг. Все, пойдем, да?
Вот такие вот за Якутском поле. Вот город. Дома виднеется. Здесь уже, смотрите, прям просторы. Как в деревне. Прям уже такая дорога деревенская. Трава зеленая, прикольно. Я тут ни разу не был. Я еще почему и захотел сегодня пойти, потому что это все вот всегда было рядом. Ну вот где-то там. Но я никогда до сюда не доходил, не доезжал. Сейчас как раз вот можно под четкой организацией галеи нормально прогуляться, не заблудившись тут нигде. И ничего себе, тут так вот прям мне очень нравится. Напоминает мне мою деревню Воронежской области. Чем-то тоже. Там такие же степи. Зелень кругом. Первое водное препятствие. Вот там протоки идут. Вот здесь тоже такая канава. Комары жрут жестко. Фух. Я пока не одеваюсь, надо. Ну, когда идешь, нормально. Я же так удивился, сейчас иду, так странно, меня комары не кусают, так хорошо. А как только сел сейчас поснимать, сразу сожрали. Да, комары, комарики, конечно, все портят. Как ни крути. Надо с ними как-то дружить мысленно. Не обращать внимания. Ну, уже есть, ага, появился. Он маленький, да, пока здесь. Да? Как он выглядит? Я тоже не вижу. Кто первый нашел, его все по одному разу сюда вытащили. Он сливается с вот этой осокой, или как она называется? Особо он и не вырастет. А, он маленький совсем. Да, вот тут сухое место, скоро засохнет. А мы больше хотим найти, правильно же? А мы просто хотим места посмотреть, где растет. Вот он растет, например. Чтобы через несколько дней сюда вернуться. Ну да. Сейчас будет тепло, придут. Угу. Он собирает. А что, брать такой или не брать? Да, можно брать, конечно. Сейчас он пока. Вот он. Надо начало, Полно. запустить начало. Полно как. Лук полный просто бывает здесь. У меня он сливается с остальной Их травой. много. Просто вот. Я бы вот бы не увидел, что это он, если бы Вот, вот это не он. показали. Вот он. Как порода? Шелти. Мне советовали, типа это Коли, только другая, да, немножко? Мне говорили, что она прям, да, вот Ну это разные. одна из самых умных или вообще самая умная, да? Они считаются, да. Тиста, как зовут? Шинка. Шинта, Тиста. Тиста. А? Кукушка. Привет. Лапу дает? Да. Дай лапу, Шинта, дай лапу. Незнакомый. Незнакомым не дает, молодец. Это значит тоже признак ума. Ну вот пока маленький такой лук. Лук маленький, но все обычно собираются погулять только ради того, чтобы потом посидеть, покушать вкусно, да? Конечно. Так, Пообщаться. жареный карась, говорите, где-то у нас, Да. да? Ага. Вот это можно попробовать. Ну, спасибо. Все, часик посидели, покушали, поболтали. Кто-то лук собирает маленький, кому лень просто. Карасей кушал. Да. Лук собирал. Молодец. Как сказали бы наши товарищи, едем до Зайны. Летящий походкой. Ну-ка, сколько там? Покажите. О, это здесь такой можно было найти, да? Вау, вы сидели. А я что? Блин, я что-то, да, не зря просидел. Значит, надо было не лениться, а постараться. У меня вот все, что есть. Я надеюсь, через несколько дней все-таки приду с друзьями. Сегодня я на разведку тоже ходил. Сейчас 8 вечера. Солнце еще достаточно высоко. И достаточно хорошо греет. Я кофту так и не стал одевать. Красиво так дороги смотрятся, когда они так на природе вдаль уходят. Всегда это нравилось. Но природа просыпается. Вообще тут в Якутии, вот походы за луком, это целая такая семейная церемония,
как мне рассказывали, что прям семья, там взрослые, дети собираются и на целый день набирают еды с собой. То есть это как отдых, время, возможность провести всей семьей и полезно набрать лука, в котором много витаминов. То есть он очень полезен. И то есть и с пользой провести время, и с семьей провести время. И в принципе вот так вот мы же просто бывает выбираемся на пикник и просто проводим время на природе. Тут это то же самое, только ты проводишь время на природе с пользой. Ну и все, нагулялись. Такое вот у нас сегодня незамысловатое видео получилось. Галия, спасибо, что вытащили всех нас и меня. Приходите еще. Обязательно, постараемся. Ну все тогда. Пока, счастливо. Ну и вам счастливо. Че, едем, нет? Вот. Пока-пока. Всем пока. Всем спасибо. Пока. Да. Всем спасибо. Чуть не забыл вам показать, как я это кушаю. Лук. Этот мелкий, но я думаю, что его тоже можно порезать меленько. Берем какую-нибудь банку. Кто-то без соли ест, чисто так. А я вот, мне с солью нравится его так присолить хорошенько. И еще потолочь, чтобы дал сок. Кто знает хорошие рецепты, пишите. Всегда рад научиться. Потому что я много делаю интуитивно. Но когда замораживал, я так и оставлял так. Без соли, в смысле. Просто нарезал и в заморозку. Соли. Ну, сейчас пусть чуть постоит. Времени нет. Уже 7 часов, а я в 8 хочу видео выпустить. Сегодня 3 июня. У меня предпраздничный день. Но для вас я тоже хочу немножко постараться, чтобы было чем развлечь. Здесь многие в Якутии, кстати, ну, накрывают стол и всегда стоит масло, хлеб, масло. Обычно это часто домашнее, деревенское масло, которое вот свое. Это у меня был специальный ножичек. Ну, и хорошо бы еще постояло, но уже вот, минут 10 у меня в соли побыло. Так вот лучком мы заправляем. У меня прям эти рецепторы начали в скулах. Можно вообще прям, когда его много, прям таким слоем. Ну и... Всем приятного аппетита. Я думаю, у вас уже у многих, кто здесь живет в Якутии, уже есть дома лук. Так что кушайте, запасайтесь витаминами. Берегите здоровье. Ну все. Счастливо всем.